Друзья, на прошлом занятии мы научились красить шерсть. Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня мы будем делать с вами войлочные шарики. А что делается из таких шариков? Из шариков делаются разные вещи. Игрушки, куклы, а также вот такие разные красивые бусы, которые можно надевать на шею и на руки. Есть разные бусы. Их можно носить на руках, на шее. Сегодня мы очень часто видим войлочные бусы, ведь вещи, сделанные из войлока, не приносят никакого вреда человеческому здоровью, потому что в шерсти нет вредных веществ. Для изготовления бус нам потребуется лента из сваленной шерсти длиной 50 сантиметров или лента из ненужного войлока, обычные швейные нитки и немножко несваленной очищенной шерсти, а также теплая вода и мыло. Вам интересно? Мы берем кусок ленты из войлока и начинаем закручивать, придавая форму шарика. Ленту из войлока мы берем для того, чтобы сделать шарики быстрее. Видите, мы сделали шарик из этой ленты. Теперь поверх заготовленного шарика мы начинаем аккуратно наматывать нитки. Вот наш шарик. Я покажу, как его нужно обматывать. Наматывать нужно сеточкой в одну сторону, в другую. После наматывания мы отрываем нить. Вот наш шарик стал круглым. Теперь вы сами обмотайте свои шарики нитками в разные стороны, туда и обратно. Так получится шарик. Друзья, как вы видите, наши ребята это делают сами. Сделав шарик из войлочной ленты, они начинают обматывать его нитками, чтобы потом было легче обматывать его шерстью. Молодцы! Вы справились с первым заданием. Теперь эту основу шарика мы будем снаружи обматывать шерстью. Вы должны хорошенько обмотать шарик шерстью, для того, чтобы, когда мы будем работать с водой, у нас получился красивый шарик. Берем шерсть тоненьким слоем и начинаем обматывать шарик, чтобы не были видны нитки. Все нитки должны спрятаться под шерстью. Вот видите, здесь на моем шарике уже не видно ниток. Сейчас я вам раздам разную шерсть каждому из вас. Начнем обматывать шарик так, как я показала.
Друзья, будьте внимательны. Шерсть надо наматывать аккуратно. Нитки не должны быть видны. После того, как обмотали шарик шерстью, мы начинаем работать с водой. Да, ты хорошо начала, но только надо чуть-чуть туже и сильнее обматывать шарики, а в целом хорошо. Шерсть надо разложить пошире. Она не должна быть как нитка. Если так накладывать шерсть, она закроет все нитки, которые мы намотали. Все закончили делать свои шарики. Теперь мы выполняем третье задание. Это задание с мыльной водой. Я подготовлю для вас воду. Вода должна быть не слишком горячей и не слишком холодной. Она должна быть теплой. Посмотрите внимательно, как я это делаю. Потом будете делать сами. Температура воды позволяет засунуть туда руку. Она не должна обжигать. Промокаем водой шарик, затем мылим. И потихонечку берем шарик в ладони и начинаем валять. Нельзя давить сильно, надо потихоньку. Потом опять макаем в теплую воду. Сначала наши ладони были согнуты. Теперь, когда уже шарик немного стал тверже, уже катаем. Раскрываем ладони, уже получается войлок. Кладем шарик в горячую воду, затем, намылив, делаем так. Периодически макая в горячую воду, намыливая руку, кладем на середину ладони и катаем шарик. Ребята, а вы знаете, что такое темиле? Это самая большая игла. Продев нитку в эту иглу, мы будем нанизывать бусы. У всех уже готовы шарики. Теперь мы будем делать из этих войлочных шариков браслет. Что мы для этого должны сделать? Мы должны их нанизать на нитку. Берем хлопчатобумажную нитку, складываем в четверо, затем продеваем нитку через иголку. Для руки нам хватит нитки вот такой длины. Берем высушенный шарик, находим центр и продеваем через этот центр иголку с ниткой. Вот видите, как красиво смотрятся ваши шарики. Получился красивый браслет. Теперь мы берем конец нитки и завязываем, чтобы не было видно узелка. Мы здесь отрежем ножницами. После этого одним из шариков закрываем узелок, чтобы его не было видно. Давайте примерим браслет. Оденем его по очереди и посмотрим, какой красивый браслет получился. А вот, друзья, сегодня мы научились делать волочные шарики, из которых сделали красивый браслет. До новых встреч! Балдар, биз мына бүгүн момундай шариктерди жасаганды үйрөндүк. Балдар менен бирдикте момундай мончокту жасашты. Бул мончокторду колго дагы тагып, моюнга да тагып алса болот.
Ореки болсо талдырма деп айтылат. Талдырма деген сөз туктуңар беле? Кыргызча чала уютулган кээсти талдырма деп коебуз.